Здравствуйте, в эфире новости Удмуртии, в студии Марина Симонова. Нет, сегодня медиаледи Марина Симонова предстанет в совершенно ином качестве. Оставим в покое новости и поговорим об отношении к немцам. Сколько я себя помню с детства, как-то, все равно моя жизнь была связана с Германией. Во-первых, когда я была маленькая, мои родители уехали в Германию. Тогда еще Германия делилась на западную и советскую, и вот в Восточной Германии, на территории, которая контролировалась Советским Союзом, было советское производство. Помню такой момент, что когда мои родители только уехали в Германию, я была в детском саду, и я своим одногруппникам в детском саду рассказала, что вот, у меня мама с папой уехали в Германию, и мне мои друзья по детскому саду сказали: там же фашисты, они их убьют. Я помню, что я всю ночь проревела. Действительно, про Германию тогда знала, что там фашисты, что там опасно, и вот у меня родители туда уехали. Боже мой, что же с ними будет? Детские страхи и слезы Марины, конечно, были напрасны. Родители благополучно вернулись, и Германию напоминали только книги на русском немецких издательств, ну и детско-советская радость, заграничная жвачка. Но спустя годы вновь столкнулись два титана: случай и время, и посеянное в детстве дочь зернышко проросло. Не обойтись в девичьей песне и без голубых глаз любимого. В строчках целая драма. Она бедна, он богат. Итог один – они никогда не будут вместе. Актуальная тема песен всех времен и народов. И кто знает, возможно, и эту песню исполняли первые немцы, которые, по свидетельству историка Карамзина, в России уже жили в первом тысячелетии нашей эры. Возможно, она звучала и в немецкой слободе Москвы времен Ивана Грозного, куда впоследствии частенько наведывался и Петр I. Великий император не скрывал своего доброго отношения к немцам. Наверное, поэтому на его манифест призыв приехать в Россию и помочь прорубить окно в Европу откликнулось немало военных, ученых, учителей, архитекторов. А второй манифест приглашения был подписан самой известной российской немкой. София Фредерика Августа Ангальд-Сербская, она же Екатерина II, подписала документ, который гласил: «Дозволяем в империю нашу въезжать и селиться, где кто пожелает». На Удмуртскую землю иностранцы потянулись еще во времена основания ижевских заводов. На тот момент управляющими этих заводов были тоже немцы, то есть это и Андрей Ирман, и Федор Венцель. Федора Венцеля должность его звучала как командир главнокомандующий Гороблагодатских и Камских заводов. Казнил Пугачев. По преданиям, его похоронили на берегу пруда, где сегодня бьет в его честь названный полковницкий ключ. Еще больше иностранцев стало, когда стали строить оружейный завод. Как говорят историки, специалистов вербовали по всей Европе. При Дерябине иностранцев на заводе работало более 100 человек. Для жителей поселка Иш они все были немцами, то есть немыми, да, язык которых был непонятен. С ролью краеведа Антон Бош справился отлично, хотя история немцев, точнее российских немцев, молодой человек стал интересоваться недавно. Все началось с собственной истории. На самом деле я всегда задавал себе вопрос, что у меня за фамилия. Не совсем, наверное, понимал, а потом однажды вот дома нашел книгу, смотрю, имя, фамилия, отчество автора совпадает. Им оказался мой дедушка, которого опять-таки звали Бош Антон Георгиевич. Для мальчишки из детского дома книга оказалась своеобразным путеводителем длинной дороги к большой семье. Внук и дед встретились в Германии. Оттуда я и узнал, что на протяжении уже нескольких колен, да, то есть имя Антон Георг чередуется. То есть, получается, мой дед был Бош Антон Георгиевич, мой прадед был Бош Георгий Антонович, точно так же, как звали моего отца. Семья Бош откликнулась на манифест приглашения Екатерины II и обосновалась на Украине. Но в один миг все разрушила война. Более 1 миллиона немцев, именно столько их проживало в Советском Союзе, до Великой Отечественной ждал удар. Семье Бош пришлось перебраться в Германию. В 1945-м их вернули, но поезд их привез не на Украину. Конечной станцией оказалась Удмуртия.
Знать собственную историю, даже если она с грустным оттенком, важно. Ребята из Югентхайм осилили этнографическую экспедицию, проехались по городам и районам Удмуртии. Итог – книга с уникальными историями. Это оказалась одна из актуальных тем для молодежи. Ребята сами разработали этот проект. Для немцев вообще важен вопрос самоидентичности. Очень долгое время немцы скрывали, что они немцы. И только, наверное, сейчас молодое поколение может говорить, что я немец. Вот, это мой папа, это моя мама, это ее отец. Жили наш дом, дед был у нас богатый, у него баранов много было, где-то в деревне рядышком, а мы на станции Паласовка, она и сейчас хорошая большая станция есть. В начале войны деда раскулачили и отправили в ссылку. В августе 41-го в Сибирь отправили ее вместе с маленьким братом, отцом и беременной мачехой. Отправили вместе со всеми, кто считал своей маленькой родиной республику немцев Поволжья. Алле Александровне было 17. И вдруг приезжает верховой и говорит: все, собирайтесь, приказ пришел, всех немцев с Поволжья убирают. И через 3 дня нашей республики не стало. Все. Что могли, то унесли. В тапочках мы в Сибирь-то ведь приехали, Господи. А собака наша бежала за поездом, Кутькой звали. Бежал. Так долго плакали мы, так собачку даже жалко было. И ехали мы 17 суток. 92-летняя Алла Александровна – одна из немногих, кто не усугубляет трагедию указа Верховного Совета Советского Союза от августа 41 года. Шла война, и тяжело было всем. Давным-давно ведь уже разрешают ехать в Германию. Язык я в совершенстве знала и знаю. Я и читать, и писать, и говорить, и перевести, и все могу. И мои все 5 братьев, я одна. Никто из нас никогда не хотели никуда ехать. Я Россию люблю и Россию. Хочу жить в России. Это ангелочек. Ангелочек такой мне делала бабушка моя. Ее научила такой же ангелочек делать ее бабушка. Постоянно мне показывала своего ангела, она всегда его у себя держала. Бабушка и дедушка Насти Шмидт познакомились на лесозаготовках в Кельмезе. Они были спецпереселенцами. До войны жили под Одессой. Но родиной считали село Кокман. Именно здесь родились дети, затем и внуки. Кстати, немцев в селе было немало, и к ним всегда относились как к своим. Здесь, например, родилась российская немка Ольга Книпер-Чехова, знаменитая артистка, супруга Антона Чехова. Но мы несколько отвлеклись. Вот так вот мы завязываем. Впереди у нас должен быть вот такой крестик получиться. И ниточку мы потом прячем. И вот такой ангел у нас получается, который считается как оберег для маленьких детишек. И вот с малых лет эти ангелочки, они вместе с детишками всегда и везде. Так вот, Настя Шмидт, руководитель молодежного клуба «Авидергебурт» в Глазове, бережно хранит свои детские воспоминания. И подарки в Рождество, и бабушкины штрудели, и звучание дома колоритного немецкого языка. Но у меня брат родной, он каждый раз бегал к бабушке за помощью. Бабушка, помоги мне там, помоги мне тут. И она с ним сидела, учебники, вроде уже новые учебники, они же не занимались по таким учебникам, но она все равно помогала ему. Вот ему повезло, что она еще даже с ним позанималась вот, немецким языком. Со мной уже нет. Я уже не попала. Штаб-квартира молодежного клуба от пола до потолка заставлена литературой. На полках книги по истории российских немцев, о быте, традициях, языке. Кстати, язык российских немцев сильно отличается, и даже будущему филологу порой не под силу понять русский, немецкий. Сейчас в России носители
российские немцы в основном говорят на плацком диалекте немецкого языка, они считают, что это вот язык, который должен быть немецким, исконно чистый немецкий язык. Однако сейчас в Германии есть общепринятый язык, так называемый Hochdeutsch. Мой знакомый друг уехал в Германию, спрашиваю, как дела, как устроился и все такое. Он говорит, я-то отлично устроился, я всех понимаю, мне все нравится, а вот меня никто не понимает. Вот в чем разница. Мне кажется, проще даже понять человека, который просто с нуля начинает изучать немецкий язык. Мне кажется, будет меньше проблем для понимания. К особенностям немецкого, 4 падежам, существительным с заглавными буквами, к буковке с хвостиком Руслан привыкал сначала в школе, затем в институте, хотя немецкий мог бы быть его родным языком. Я себя считаю русским, потому что ничего немецкого у меня в семье не было. И мы понимаем, что невозможно просто взять так вот по щелчку пальца и стать российским немцем, вспомнить все свои обычаи, язык и говорить только на своем языке. Невозможно это сделать, потому что мы живем в России, мы говорим все на русском языке. Поэтому самое главное понимать где-то внутри, оставить уголок и хранить все это там, но тоже не бросаться из крайности в крайность, то есть и не забывать это, и не, скажем так, выпячивать это. Как раз-таки я понимаю, и это не будет потеряно в моей семье, потому что я уже задался этим вопросом для себя, и я буду это сохранять. Должно сохраняться вот это ядро, которое у всех есть, свои особенности. Не должно быть просто все черные, все белые, да. Должно быть, кто-то должен быть рыжий, кто-то должен быть синий. Это должно быть. Я за это. Пунктуальность, любовь к порядку, чрезмерно ответственное отношение к работе Евгений Байдингер уверенно связывает со своим немецким происхождением. Самое интересное связано с моей фамилией. Все считали, что это у меня прозвище поначалу. Все мои новые знакомые ко мне подходили, а что, настоящая твоя фамилия? Как правило, в моей профессии это помогает. Потому что меня не 5-6 человек Ивановых, Петровых, я один такой. Если позже у меня будет возможность. Фамилия станет определенной рекламой и для сына Евгения. Он уверен, маленький Ярослав, ему отец посвящает свою электронную музыку, будет гордиться своим происхождением. Он, возможно, как и ребята воскресной немецкой школы, сядет за парту, научится говорить, читать, а затем, как и папа, петь. Судя по эмоциям, воскресная немецкая школа детей совершенно не напрягает. И младший сын Марины Симоновой наряду с русским теперь знает и немецкий. И в следующую поездку в Германию станет переводчиком для мамы и папы. Моей семье пришлось с этим смириться. Из-за того, что я очень много проводила времени в Вегенхайме, я хотела, чтобы это было без отрыва от семьи. Последние несколько лет даже мужа привлекла. Это рождественский штоллен. То есть это традиционная немецкая выпечка, которую пекут на Рождество. Не только штоллены, конечно, пекут. То есть он сворачивается в особые формы, которые, не знаю, по легенде или это уже какой-то новодел, символизирует запеленутого младенца Христа. Сегодня традиция русских немцев – это теперь и традиция семьи Марины. Наряду с русскими блинами на Масленицу, хороводами вокруг елки на Новый год они зажигают 4 заветные свечи перед католическим Рождеством, украшают двери венком, а дети так уж заведено каждый день получают подарки в домашнем рождественском календаре. Поэтому для маленького Севы не было большим открытием, что вместе с ним по улицам ходят татары, думают на своем родном Удмурты, угощают вкуснейшим шашлыком армяне.